Доброе утро, ребята. 6 утра мы уже в машине. Вчера помылись, отдохнули, и сегодня очередная поездка. Сегодня рвем когти в сторону Казани, на другую реку. Погода, конечно, не радует. Что-то по прогнозу дожди. Но будем надеяться на лучшее. Все, мы полетели. Вчера уже закупились специально пораньше, чтобы не заезжать в магазины. Ну, проедем через пару красивых мест, да, Давид? По дорожке наскочим, так как рыбалка-путешествие, и Дамир мне еще показывает вот именно всякие красивые места. Ну вот так все, ребята, в путь, дорожку, полетели. Да? Да. Ночь? Или Ну, под утро, да, во сколько? утро? Пол-третьего где-то. Ну, ветер. Есть что? Ну, вот лещ, я говорю, первый раз. А сколько там глубина? С этой стороны, да, стоял? Ну, с этой стоял, да. Угу. Ну, отлично. А до этого ездил, что-то вообще тишина была. Да? Ну, вот на той неделе. Карася не было? Карась был, я когда вот там вот сидел. Так, друзья, ну что, набрались. В общем, сильный ветер, на реке встать нет возможности. Но вот ребята ночевали, мы там встречали рыбачка. Есть лещ. Лещи клюют, неплохие такие. Ну не лещи, но подлещики там грамм 600-700. Ну, чтобы спрятаться от ветра, мы заехали в протоку. Здесь идет протока, соединяется с рекой, которая. Также по протоке идет дорога. Такой бор. Ну не бор, конечно, но такой перелесок. Много машин вдоль этой протоки. Ну и здесь, получается, есть карась, которого надо поймать, так как карася я не ловил, друзья, на фидер. Место, конечно, не самое такое прям перспективное. Крутой свал, плюс трава. Подсачивать придется, если будет рыба. Ну, здесь есть вариант поставить палатку, так как мы там проезжали, пару мест было очень сильно полого. Короче, ребят, в протоке будем стоять, течения тут практически нету. Кормушки можно использовать легкие. И глубина, соответственно, 3 метра. Накормим сразу точку, так как встанем в 2 фидера по 2. Пятак раскормим прямо на ура. Отлично, братик. Огонь. Все, разгружаемся. Кстати, можно глоток пива, да? Никуда уже не поедем. Все, уже отбой. Уже точно все, наверное. Где поляна? Какая поляна смотрит? Особо глубоко не заходи. Вот здесь. Этот катил. Лещей, кстати, никто еще не отменял. Куртки здесь тоже хватает. Что, помочь? Да, растяжкой растянем. Я хотел погулять по берегу. Да? Вот туда, да? Да, конечно. Даже наискосок вот так. Все, сейчас растягиваю юбку сразу.
Так, установили сразу палатку, потому что сегодня дождь обещают. Да и в целом как бы место установили. Все уже. Раскладушки туда, что не нужно, сейчас будем заносить. Тут такой дорога, съезд идет, чтобы никому не мешать, короче. Хотели прямо здесь, но мало ли кто-то поедет, это неправильно. Опять же грязно, много мусора. Мусора очень много. Все, домина стоит. Отлично. Убрал немного полянку. Ну, блин, я смотрю, люди вот сидят, фантики валяются, они приезжают и похрену им. Ну, даже самому же не по кайфу сидишь, когда вот такая тема. Понятно, что здесь народу больше, соответственно, и мусора больше. Ну, а так вот, когда ты сидишь, вот глаз вот этот не портит, вот этот фантик, пачка сигарет. Вот, приехали сразу, ребят, пакет повесили вот так, и все. Когда уже будет пакет, ты уже не кинешь туда. А фантик, бычок, ты вот положишь в пакет. Там подсобрал. Ну там здоровый пакетище получился там. И в целом посмотрим. Будет место, мы увезем все это дело. Так что я вот терпеть не могу, как бы. И вот приехал, вот уже, пожалуйста, природа. Она должна быть вот такой. Так, ну что, готовим снасти. Дамир, получается, справа садится. Я вот так. Там есть, конечно, ступенька, кто-то лопатой вырубал, но для фидера там не пойдет. Сажусь сверху. В целом нормально. Да, зачем? Все, ребят, потернулся, как обычно. Уже не показываю, потому что 1000 раз показывал. Блин, охота карася зацепить. Крючки закончились, заехал в магазин, взял вот такие крючочки, 8. Ну и опять же флюорокарбон 18. И здесь тоже есть щука. Не знаю, достали, там она, наверное. Ну а Дамир сейчас вкусняшку будет готовить. Тоже купили прикормку. Есть база дунаевская у нас. И ветерок неприятный. Местную водичку для прикормочки. Ох, тут вода-то теплая, ребята. Шикарная вода, прогретая. Карась должен подняться. Ну что, чем будешь угощать? Чем? Все местное. Все местное, да? Дунаев шоколад. Чайка шоколад. Черненькая. И база. Угу. Ну, остатки закинули. То, что было у нас, да. Полбанки бондюэля оставили на насадку. И в целях экономии молодую Финансово. баночку. Слушай, ну это она неплохая. Слушай, я по акции взял 2 банки. По акции тем более. Вот, видишь? Значит, отлично. Карась любит все по акции. Да? Конечно. Ну и отлично. Все. Вот такой состав, друзья. Так. Чуть-чуть утяжелять, конечно, не надо, но чтобы этот задобрить немножко надо. Утяжелять сильно не надо, здесь течения нет особо. Все поливаем. Делаем рассыпчатую. Ну здесь, да, уже мягенькую делаем. Сейчас бы шуруповертик, да? Да, взбудоражить, да, братик? Вот. Дунаев, конечно, красный, это вообще жесть. Еле руки отмывает. Что они туда, что за красители кладут? Вот что-то тяжеловатое получается. Но она сейчас впитает еще. Да, подсохнет еще немножко. Да.
О, красота. Сам бы хоть ел, слышь. А там мы с тобой кроме монастырского пирожка ничего не ели. Сегодня, да. Сегодня мы с тобой на сухом. Ну сейчас она сохнет, она вот нормально посыпчатая. Слышь, ты водичку как раз свет добавил. На глаз все что-то. Еще подсохнет, нормально все будет. Да. Вначале. Ну что-то какая-то бровочка есть. Есть ли она? Сколько здесь? Ну что, промеряемся. Дамир говорит ил. Капитальный ил. Глубина небольшая. У Дамира инлайн оснастка, у меня патерностер. Так, у меня еще клипса стоит, которая с Волги. Надо ее убрать. Погнали. Я у берега хочу встать. Да, ил прям такой жесткий. Ну все, ребята, не знаю. Тут карася ловят на соски. Получается совсем другой. Мужички вот помогли, кстати, открыть машину сейчас. Багажник взломали немножко. Захлопнулась, короче. Нашел 70, у меня еще и закормочная есть. Попробую ей. Ну, в общем, поводочек. И вот крючочек такой. Все. Глубина небольшая. Закормим быстро. Первое, ребята. Я говорю, закормочная кормушка будет тут мелко, так что пойдет. Вот так вот. Так, что мы? Опарыш? Дамир, ты что, опарыша? Я ничего, я опять кормушек кину сейчас. Ага. Опять, потом поводок. Понял, принял. Я сразу начну лупить. Я начну сразу, ребята. Тут глубина маленькая. Быстро закормимся. Быстренько. Так, этот опарыш будет у меня первый. А тот кукурузка, наверное. Потом на червя перейдем, наверное. Ну что, пойдет? Пойдет. Огонь. Есть контакт. Сразу поклевки, да? Поклевки сразу, ребята. Мелочевочка какая-то. Шишки по машине. Шишки по машине, но. Лисичку обижает мою. Что работает-то? Кукуруза опарыш. По старой схеме, брат. Уже что ли? О, чехонь. Тихонь, любимая еда. Чехонь, братцы. Сразу же. Не отходя от кассы. Опа. Это фирменная рыба Волги. Да. Сегодня я буду жарить рыбу по-любому. Ставить зонтик. Солнышко, да, немножко пригревает. О, поклевочка, ребят. Мелочь, уклейка, наверное, бьет. Ну, слушай. А не, подлещик.
Опачки, иди ко мне, родной. Ляпушка. Засовочка, да? Вообще, засовочка пойдет, братцы. Опа, контакт. Вот он, есть, О, давай сфоткаем. есть, ребята, есть. Первый твой карасик на фидер. Куда мы ездили? Офигеть, красавчик. Ой, давай, чтобы распушился. Давай, чтобы распушился. Оп. Так, портрет сделал. Офигеть. Взял, ребята, на пучок. Поздравляю. Хороший кабан. Кабан. Четенько. Еще один вид. Да, слушай, сегодня жгу прям. Еще один красивый. Это какой? Вот этот сработал? Красный который? Да. Поздравьте меня. Взял карася на фидер. Понятно, что средняя полоса, как бы, это у них вообще рыбалка такая, но для меня это, для севера это, у нас так не половишь его. Хороший карась, больше ладохи. Такого жарить. Сегодня, наверное, пожарю, по-любому. Хотя у нас там яйца, колбасу надо доедать, жарко, блин, все это дело. Ну, короче, сразу чехонь, подлещик, плотва, карась. Не повторяется ничего. Вообще ничего не повторяется, вот, то бишь разнорыбье стоит, и это радует. Это радует. А шортики есть, Андрюх. Шортики это хорошо. Я вообще вон штаны еще не одевал, а на Волге одевал, получается, раз. Под вечер комары. И все. Да. Кабанчик? Кабан идет. Да? Не, У тебя поводки толщина. 18. Нормально. Я же жду. А? Я же сазана жду. Опа. Отлично. Подлещик. Ляпочка. Ляпочка. Ляпуля. Солить самое то. Опа. Все хорошо, ребят. Ну, туча. Тучка такая идет. Может, протянет нас, не знаю. Не хотелось бы попадать под дождь. В принципе, палатка, но там дорога плохая, выезжать. Переживаем мы насчет этого. Так-то что, палатка нам похрену. Посмотрим. Как она, братик, по-волжски? Большая гусерочка начинает. Закрываемся на засов. Что, пока дождик, можно и делами позаниматься. Охота рыбачить, прям охота. Можно раскладушечку поставить, столик. Все дела. Сейчас, потому что я чувствую вливание вот. Погодка разыгралась. Ё-моё. Да.
Но это сейчас быстро пройдет. Это нормально. Дамир там, блин, не знаю, не заходит под зонтом. Ливанова. Ну, есть повод ужин приготовить. Точнее, обед. За первого карася, пойманного на фидер. Да, конечно. Я за это хочу прям вообще. Потому что, блин, В основном будет завтра утром. Как бы сегодня больше отдых. ну и погода, слушай. Погода, чё? Дождь это... У нас комфорт. Если бы не было комфорта, стоять под дождем, ну это да. А так отдыхать можно. С домом. Ну да. Алена Сергеевна, салаты твои для ложка зиме кушаются. Не только в лесу. Ну все, ребят, смотрите. Огонь, погода. Вот туча ушла. Кто сказал, что тут крепануло нас? 15 минут. Ну нормально так. Ветер такой был, что вообще повырвало там все. Все, а у нас все сухенько, чистенько. Сейчас как раз и палатка будет подсыхать под вечер. Ладно, идем дальше. Продолжаем. Покушали, перекусили. Идем дальше. Подлещик. А? Подлещик. Да.
О, какой красавец, ребята, летает. О, зверь-машина. Мелочевка какая-то. Мелочушка. Подлец. Вот этот дальний край начал кидать туда. Подлещик. Да, ладошный, правда. Так, все же мы, ребята, пытаем счастье по щуке. Короче, сейчас поменяли немножко тут монтаж. Дорогая у нас густерка. Живец другой. Заводи. Двойничок маленький, конечно. Ну, Других в магазине не было. Ну как-то так. Все, натягивай. Вот. Все, отпускай. Вот она, пошла. Груз поменяли на закидухи. 200 поставили, чтобы не тянуло. И сейчас она там будет сама. О, смотри, смотри, что делает, братан. Все, пошла на свое дело. А вдруг повезет. У меня тут поклевка, ребята. Ох, жесткая. Пока там возимся. Поклевка. Карась, братан. Да, наверное. Заводить. Я туда не спущусь. Так хоть подкинуть тебя. Да, карась. Красавчик. Ой, вторая разловилась, слышь? Молодец. Красава. О, хорошенький. Вообще. Ох, смотрите, братцы. Ой, какой. Ой, какой. Ох, съел мой бутерброд. У нас еще щука, судачок. И сазан, да, братик? Сазан. О, смотрите, друзья. Ну ничего не лапте, а. У нас 2 уже есть на жареху. Круто. Кабанчик. Кабанчик. Отлично. Здорово. Друзья, какие красотки попадаются здесь тоже. Не как на Волге, конечно. Малышки были, но вот размер великолепный тоже. Много подлещика, ребят, мелкого, среднего. Ох ты, сорога какая, смотри. Красавица. Вообще огонь. Смотри какая. Волжская пятнистая, ребят, смотрите. Это нормальные пятна, да, братан? Это не силикер, ничего. Ух. Красота. Ух ты. Ага, карась. Карась, братан. О, куда тащит, смотри. Ну он тоже боец. Да, он прет прям туда. Эту перетягивал, этот взял. Давай, заводи его. Да, сейчас буду поднимать потихоньку. Третий, ребятки. Ух! Профессионал карасевый. Вообще. Мне надо было на Волге родиться, братан, а не на севере. На юге севера, где с рыбалкой плохо. Я бы
со своим временем, со своими этими. Блин, смотри, плохо, братан. Он вообще выплевывает махом. Ну, Только успел. как его? Натяжение чувствует и выплывает. Да. Смотрите, ребят, какие кабаны. Главное, что интересно, берет на пару. Успел, он прям бам-бам, надо вот резко его, хопа. И то он за губеху взял его. Блин. Вроде карась, наверное. Сейчас достану, наверное. О, ляпочка. Хороший. Такой уже, ребята, наш пациент. О, зачавкал. Серит, нет? О, серит, братан, слышишь? Да. Дунаевым серит. Смотри, оттуда его не этот, как его, Дунаевым серит. Поставили рыбку-то, ребята. Быстро. А что, глубина небольшая. Как и сказали. Дамир так и сказал. Поставил махом. А я что-то разогнался в 2 фидера. Бам-бам-бам. И Дамир еще раз замешался. Тенушка, ребята. В эту же поездку Алена Сергеевна мне дала парочку. А я что-то об траву, как неправильный фидерист. Раз. И 2. Мамуль, спасибо. Ну что, ребята, разлавливаем, нормально. 3 карася взял. Отлично. Ну вот, братик мой поймал. Ох, хорошего потек, да? Да. Блин. Тихо. Давай сниму. Да, нормальный карась, добротный. Я не знаю, кто его здесь приучил на опарыша ловить. Да? Я первый раз вижу карася, который ловится на опарыша. На пучок опарыша, карась. Да. Если мы сейчас еще сазана на опарыше чисто поймаем, это вообще заводилка будет. опять пришла. Ну, вроде пронесет, ребята. Ужас, блин, ужас, что творится. Ух, капец. Второй раз накрывает. Зараза. Ну там краем обошлись, ребята, вообще мало крови, так что нормально. Там потом вообще там солнце идет. Великолепно. Палатку утягивать надо, да, иначе ее просто вырвет, блин. Зацепил у нас что-то. Тучка прошла, ребята, радуга. И смотрите, какой вообще не облако. Это красота. Мы вот переживали все. Опа. Ну, прекращай нырять. Чихонуть, а не полетчик. Прекращай нырять. Трава сырая, блин. Вообще капец. Подлец мелкий. Ладно, продолжаем. Дамир, карась. Взял карася. А? Карася взял. Давай подводи. Вот туда иди. Туда, там шнур висит у меня от этого. Не-не-не. Хороший, слышишь? Ага. Вообще хороший. Ага. Давай. Не туда заводит. Ох ты. Блядь. Видал? Килограмм. Да, вот это хороший был. Килограмм был. Блин. Вот там кабан был. Ё-моё. Ну, что, дёргай. Так вот. В траве, ребята, немножко черпаем рыбку. О, давай сюда, родной. А что порвешь-то, шнур у тебя? Не, шнур, губы порву ему. А, губы.
Смотри, все в этом. Шнур-то я не порву. Ты видел, что творится? А нет, есть, брат? Какие, да? Есть, это карась, наверное. Есть. Поклевка была вообще злая. Видел, отдай удочку просто. Да. Да, он. Ой. Как ты заводишь не туда, да. Так фидер мешает, я же вижу два. Два работяга у меня. Просто отдай удочку, ребят. Смотрите, после грозы сразу второй карась буквально. Я только перекинул этот, еще второй У меня подлещики пошли, да? не обработал. О, кабанчики. Кабаняры просто. Сейчас вообще не ощущаю. Не надо подсадки. Не надо? Это небольшое. Ну, карася-то надо, брат, взять. Ну, вроде карасик, дергает карась. Сорога, блин. Дорога их. Нет, Не, не, подлещик. Плоский такой просто. Пацан, сюда иди. Нормал, ну что-то мелковатый, братик. Просто засолочка капитальная. Это история о длинных поводках. Вот длинные поводочки, ребята. Вот. Еще подсак подлиже. Не надо. Там ляпа. Точить. Точить не будем. Карась? Да. Карась. Давай. Давай, заходи. Сюрприз, видишь, ждать в конце. Он такой же. Ну вот, ребята, длинный поводочек. Я просто мастеру, который меня учил фидеру, показываю свои несгоды, насысали, ночевки, когда я сижу один и думаю, почему у меня рыба не клюет. Вот сёкимо в губу, красиво. Я же поводки вот раньше вязал. Ну, Самый первый поводок. отлично, карасямба. 90 поводок. Сколько? 90 поводок. 90. Плюс Давай посмотрим. плюс-минус отвод, как Дамир говорит. И вот сейчас подлещик. У меня два раскиданные, они, видишь, ребята. Я только плетенки буду делать. Местный сказал, сазана вы не возьмете, так что не уж этот. Делаю 18-ю. При тебе. Вот. Давай, Пойдет? пойдет. Лариса. Ага, а мне пока некогда. Тащу я. Ох ты, какая сорога. Заглот, ребятки. Какая красавица. Ну все, друзья, тишина вообще. Так, что-то ты-ты-дык, мелочушка. Вечер, а на Волге как-то непонятно. Обычно вот мы ждем это время. Днем как бы так, занимаешься лагерем, туда-сюда.
А вот в это время садишься, вот именно когда вот ветер успокаивается. Ну, это обычно везде. Ветер успокаивается и начинаешь как-то что-то разлавливать. А здесь наоборот, днем клевый клев, а к вечеру нифига. Странно вообще. Вообще разница большая. Вот что-то так вот дернет и все. Ну, нормально мы с вечера потаскали. Днем точнее. Хорошо половили. Всякий подлещик и карась. Самое главное карась. Ладно, пойду приготовлю. У нас сегодня такой интересный ужин будет. Я скажу, наверное, музыкальный, да, брат? Так что пойду там разогрею, быстренько сделаю, покушаем с Дамиром, а потом будем смотреть уже. Я уже что-то начал подзамерзать. Надевать штаны, колошки. Погнали. Солнышко садится. На ужин сегодня, ребята. Вот оно что. Звениговский. Серега, будешь смотреть, тебе привет большой. Привозить мне такую тушенку. А это сделается вот здесь. Именно в этих краях. В Чувашской республике есть специализированный магазин. Свинина с горохом, с луком. Мы взяли с Дамиром пару банок. Ну в целом все. Сейчас мы это разогреем. Хотел рыбу приготовить, но в принципе можно и рыбу. Не знаю. Дамир, что, тушенку будем или рыбу? Горох будем или рыбу? Горох. Горох. Погнали. Вот такая штуковина, ребята. Вот чистое мясо, морковочка, горох. Короче, будем сами закармливаться, ребята. Какие езды у нас езда, хорошо на горох ловят. А здесь будем мы на горох клевать. Ночь будет музыкальная. Ну все, ребята, что у нас? Такой маленький перекус. Горох с мясом. Ну вот это, ребят, тушеночка. Там помимо всякого вот этого есть, я прям вот не знаю, не реклама, конечно, но она вещь. Тушенка великолепная. Горох вот этот мне очень нравится со свининой. Гречка есть. Там, короче, разные штуки есть. Горох здесь прям великолепный. Во-первых, такой сытный, но и музыкальный. Так что мы сейчас с братиком тут лупанем. Может, подожгем этот к этим? Спиралечку, да? Да. Давай. Барматуха, с одной стороны, ребят, такой взгляд. Вид такой непристойный, но вкусно, зараза, да, брат? Да. Тема нормальная вообще. Она сытная, во-первых. Хапануть гарнира как будто не надо. И ценник такой вообще пойдет. И реально мясо есть. Мы с Дамиром захотели, прям просто реально взяли, увидели и захотели, да? У нас запланирован был ужин. Горох. Каша гороховая, она долго варится, вот. А тут прям хаваем. Так что По-таежному. Да, по-таежному. Так, стол, надеюсь, не промахну. Давай. По-таежному. Опа, есть. Это, конечно, я же этот насадочный столик для меня. Не наливной. Ну, не обеденный. О, Чайковского, хорошо. По логе, ребят, понял так, что хорошо клюет на кукурузу, но подсадка все равно опарыша нужна. Так как кукуруза бывает слетает, бывает ее первую поклевку сбивают рыба. И потом, чтобы не перепроверять, опарыш все равно делает свои вещи. Бывает, что на него потом
добивает поклевка. Делаю такой веер небольшой и закрываю кукурузиной. Вот так. Жало даже пропускаю. Получается вот так вот. В целом вот и карась, и лещ, и сорога. Ну, сорогу я вообще начал ловить потом на 2 кукурузины. Ну и чехонь получается. Все вот, что пока у нас получалось ловить, я пробовал. Мясо, конечно, не использовал. А зря. Есть же сомики. Тот же сазан. Ну, короче, ребята, не знаю. Сейчас вечерку посидим, посмотрим. Ну, я говорю, это как-то ненатурально, что ли. Вот приехать на рыбалку и вечер, да, зорька. Все же после работы рвутся на вечерку. А здесь днем клюет. Что вот 2 дня я там сидел на Волге, что здесь. Приехали, сразу поклевки погнали, раздачи. А вечером тишина, это как-то вообще не серьезно. Мне кажется, даже до каждой реки это непонятно. Есть поклевочка, перезаброс, вот поклевочка. Ну, мелочь, вот она тряханула. Все. Это не та рыба, которую мы ловим, получается, это даже мелочь какая-то. Хотя, смотрите, вечерок какой-то. Ох, прям песня. Шикарно. Так, братик карасика дернул. О, хороший, слушай. О, добряк. О, вообще, слушай, в туннеле. Ух, Доставай этот. Как его? ёпмак. А для поклевка-то одна была, не было. Да? Да, ты же видел, я ж в туалет зашел. О, какой красавец. Ну-ка, закровил-то. Ну, по жабрам дал. Есть. О, ребят, смотрите какой. Так, вечерний. Блин, да какой наевшийся, а. Есть каша, Классно. значит, ходит по нашей каше, да? Да, кушает, гуляет. Длинный поводок, Андрей. Длинный, да? Работает. Структура. Так, Я думал, я фидер задел, перешагивать начал. да? И потом смотрю, такой удар. Ну что, братцы, большой привет с Татарстана. Я в Татарстане, друзья. Это реально Татарстан. Никогда не думал, что вообще буду рыбачить в этих краях. Ну все, ночка темная. Ночью здесь потемнее, конечно, чем у нас. Дамир пошел спать, отдыхать. Не клюет. Блин, так днем хорошо поклювал, правда погоды не было. А сейчас вот успокоилась. Комар зато вылез. Я не знаю, ребят, я по наглежному в шортах. Для меня тут не особо комар прям так. Ну, жужжит и жужжит. У нас просто жужжит, если так жужжит, вообще капитально. Перестал клювать. Дамир снялся, пошел спать. Ну на, посижу, может, часик-два. Если нет, то пойду тоже отдыхать и лучше по утрянке встанем пораньше и возможно. Хотя карась должен клювать ночью, вот охота половить прям карася. Все уже. Не знаю. Посмотрим, как будет.
Что, братцы, доброе утро. 4 утра. Дамир встал в 2. Сейчас сходил к нему, получается. 4 подлещика, 2 карася. Я сейчас проверяю свои фидеры. У меня на обоих 2 карася, ребята. Нормально. Возня идет. В общем, пью кофе и в бой. В бой, бой, бой. За вас. Ништяк. Конечно, наверное. Кормушку до последнего идет. Ну. Не хочет выходить. Я вообще поражаюсь, конечно, этому событию. Карась на опарыш? Карась клюет вообще исключительно на опарыша. Даже сейчас игнорирует кукурузу. Просто ест опарыша и все. Я вот где карася не встречал, но он не брезгует червем никогда. Да, братан, года идут, меняется все. Что, друзья, утренние забросы. Правда, солнышко прям в лицо. Не видно нифига. Что ты так долго хуяришь? Давай. Взял, да, карась. Он как давит. Смотри, как давит туда. Сейчас топка в кусты. Куда в кусты, брат? В кусты нам не надо. Оп, причал. Причал. Да. Причал. Опа. Ай, красавцы. Красавчик. Красавцы, ребята. Ну какие кабанчики. Так. Утрешние. Погнали. Куда там пошел? Ну, выдает, да? Удает, красавец. Ну, добряк. Такой он хитрый вообще. Слабину дал, натяг стоит, не берет. Слабину дал, этот как его. Вообще выходить не хочет, слышь? Но я и говорю. Крупненький походу. Крупненький. Не? Или стандартный? Не, хорошенький. Куда пошел? Вот сюда иди. Вот такой стандарт, но. Стандартненький. Но просто более резвый походу. Да, такой, ну нормально. Время 6 утра. У нас завтрак. Решили чай с бутербродами попить. В общем, поклевывает, но хитрый вообще. Вчера поактивнее как будто был. Сегодня видно, что карась, но как-то он, блин, по-своему. Замешали мы остатки прикормки. В общем, добиваем, и к обеду у нас дождь. А дорога там глинистая, заезжать, выезжать, то надо, чтобы было все красиво. Без всяких лишних тракторов и так далее. Так что у нас еще утряночка. Ну, посмотрим. Как-то ну так. Ну, рыбки поймали, ребят, достойно уже там. По-любому там ведерко карася. Карась вот такой обалденный. Ладно, что мы пока по колбасе ударяем. Дамиру предлагаю карася пожарить. Он говорит, ты что, говорит, короче. Или рыбу ловить, или рыбу жарить. Так что будем ловить. Дамир, взял что-то?
Ты взял? Я мимо. Сейчас отдануть? Сейчас, секунду. Что там у тебя? О, хороший какой. Давайте сюда, братик. Овочки. Дома. Хороший ковач. Да? Угу. Такой, блин, грамм 500, наверное. Кукурузку поставил. Плотва, наверное, должна быть. Нет. Вот подлещик подошел, да? Угу. Ну, прям в этот шахту, блин. Как-то они меняются. Да. Меняется, но. Плотва. Плотва хорошая, но. Лебеди. Круто. Красавцы два пошли. Один раз мы Зацепил, ребята. Подлец. Подлец. Карась ушел. Все. Будем собираться, наверное. Миссия сегодня выполнена. Мы за карасем сюда ехали. А карася поймали? Поймали. А подлещик нам не интересует. Так что нормально. дорога, что ли? Сорога, да. Смотри, какая Нормальная. ласточка. О, какая добротная. Что-то не поделили, да, хлопцы? Все, друзья, 11 час, мы собираемся. Палатку убрали, уже все стаскали к машине. В общем, что, посмотрим, что получилось у нас. Лов, я думаю, достойный. Карася поймали, в целом огонь. Слушай, ведро, да. Ну, ведро 10-литровое, полное. Вот, ребята, карасики наши. О, какие замечательные. Так что было понятно, наглядно, сколько примерно. Потому что мы говорим грамм 400-500. Вот, допустим, взять карася.
315. Живой. Карась, конечно, живучая рыба. 425. Ну вот такие, ребята, карасики. Добротные, под пятихатку. Пару карасей и считай килограмм. А общий вес у нас получился, ну ведро там плюс-минус. $8 килограмм. Ну, 7700 минус ведро 7,5. Норма. Норма, ребята. Отлично. Ну все, ребята, порядок. Полянку мы с Дамиром почистили. Все, вот так должно, ребята, оставляться. У нас целый пакет мусора и еще чужого мусора. Татарстану спасибо. Татарстану спасибо. Гостеприимство. Мы уезжаем с Татарстана, возвращаемся обратно. И получается сегодня, ребята, Волга. Получается, сейчас закупаюсь и Дамир меня закидывает. Дамир занимается делами и приезжает утром. Так что с корабля на бал. Классная рыбалка, да? По карасю. В целом-то нормально, да? Главное тебе, чтобы нравилось. Я-то это мои места. Я уже здесь рыбачил. В общем, вот такая протока, ребят. Ну это река. Секерка, да, в целом. Получается лесовая бровка. Спасла от ветра. И здесь можно круто отдыхать, рыбачить, ловить карася. Карась зачетный. Вторая рыбалка, ребята, я имею в виду то, что новая рыба. Это для меня очень круто. Как откладывается все новое и новое в моей жизни. Все, ребят, спасибо за просмотр. Продолжаем двигаться. Погнали.